Всем привет! У нас сегодня семейный выпуск подкаста «Бугун Яртен». Со мной сегодня в студии Серик Жунусов, Фонд устойчивого развития сельских территорий, Привет. Данияр Токторбаев, Фонд устойчивого развития образования. Меня зовут Ксения Верба, Айтас Foundation. И сегодня к нам должна была присоединиться Фатима Герфанова, Центр региональных исследований. Но так получилось, что сегодня у нас самолет покружил над Астаной, потому что в Астану сегодня в середине весны пришла зима и снова улетела в Алмату. Поэтому Фатима, к сожалению, не смогла к нам и нормально. присоединиться. И хорошо, да? Поговорим зато. Обсудим спокойно, как у нас дела. Мы хотели рассказать сегодня больше про историю создания фондов, поговорить о том, кто как пришел в команду, как докатились мы до этой жизни. Когда уйдет. Думаешь, прогноз, да, есть какие-то ставки, которые мы повышаем сразу же. И мы хотели сегодня немного затронуть еще тему концепции развития сельских территорий на 2023-2027 и немного поговорить еще о ней. Я думаю, что мы сделаем, наверное, это больше уже в конце выпуска. Да. Отличный план. Как дела? Хорошо, но для меня удивительно, что в Астане так быстро меняется погода, и я до сих пор не могу привыкнуть, что в Астане такая некомфортная зима. Ветер, снег в лицо, это сразу влияет на настроение. У нас в Катоне просто, когда зимой идет снег, он падает очень медленно, и он очень приятный, даже если холодно, да, там холодно без ветра. Так и хочется быть там дубом, да? Не дубом, а кедром. Кедром. Да. Ну, ты можешь как дубом расти рядом, мы дадим тебе. Мы найдем тебе тоже место в А Катоне. для меня тоже было удивительно. Я вчера за сутки, я об этом уже писал, вылетел с Ахтубе, потом в Алмату, потом Талдыкорган, и оттуда ночью прилетел сюда. То есть у меня было максимально плюс 22, и минимально было минус 7, что ли, вот я когда ночью прилетел, и очень-очень холодно, реально я не ожидал. Я улетал вроде бы нормально, тепло здесь. Как вы пришли в фонды, ребят? В фонды пришел первый я, но я бы хотел тебя спросить, для чего вы пригласили в фонды? Наверное, вот да? с этой истории правильно будет начать вообще, да, а потом мы каждую свою историю расскажем. Хорошо. Если отматывать назад и вот смотреть на сегодня, что фонды существуют уже 4 года, то, мне кажется, придется вернуться к истории, которая была у нас еще 12-13 лет назад. Это холдинг Айтас, это Усть-Каменогорская, Тамакинская, теперь уже птицефабрика, это бренд курицы Кус-Вкус. Начиналось все с того, что появились ценности, появились корпоративные ценности, по которым решили строить и управление, решили строить компанию, решили строить сам по себе этот холдинг. И я присоединилась как раз в команду HR, которые занимались построением корпоративной культуры. И мы начали с того, что мы думали, каким образом сделать так, чтобы каждый наш сотрудник поступал, исходя из этих ценностей, и не смотрел больше на правила, регламенты, положения, которые у нас есть. Год, наверное, был 2017-2018, мы стали задаваться вопросом еще большим. Что стоит над нашими ценностями? И поняли, что над нашими корпоративными ценностями есть своего рода метаценности, то есть такие синтетические ценности, которые еще больше, чем те ценности, по которым мы жили. Мы поняли, что это мудрость, мы поняли, что это любовь, мы поняли, что это воля. Чуть позже мы столкнулись, вы знаете, в книге Отто Шармера это все описывается. Теория как раз Ю. это все, да, в теории Ю это все описывается очень досконально. Но самое интересное, что мы не читали эту книгу до того, как у нас появились наши метаценности в компании. И мы стали задаваться вопросом, а для чего вообще существует холдинг, для чего мы производим курицу, для чего мы ее продаем, для чего нам необходима эта выручка. Да? У нас был на тот момент уже большой штат сотрудников в холдинге. Да? Холдинг был создан Сериком Тулукпаевым, он руководитель, он сразу же и вдохновитель всех идей, которые у нас происходят. И Серик как раз задал вопрос нам, как руководителям, в чем наше предназначение, в чем наша миссия. Дальше она была сформулирована, и первое время мы над ней думали, и она не всеми еще принималась. Предназначение звучало очень громко на тот момент и не очень понятно, как служение народу Казахстана, служение человечеству, да, то есть служение нашему народу, всему народу нашей страны, а миссия как устойчивое развитие страны. Мы тогда просто сформулировали, решили с этим пожить и посмотреть, во что оно выльется. Мы не знали, что оно появится в виде фондов устойчивого развития. Но в какой-то момент нам с Сериком попался отчет про ООН, отчет 2016 года, в котором говорилось, что у Казахстана есть гигантский потенциал дальнейшего развития. Но этот потенциал в первую очередь строится на производственном развитии, на развитии городов, и Казахстан сейчас идет по пути устойчивого развития именно городских территорий. Но самый большой рост будет возможен у страны, когда будут учитываться оба направления. И устойчивое развитие и городских территорий, мы с вами, как жители как раз городов, очень хорошо это
это понимаем, и устойчивого развития сельских территорий. И мы зацепились за эту фразу и решили перенести это в нашу миссию и назвали это как устойчивое развитие страны через развитие сельских территорий. И вот, по сути, сегодня мы здесь, и фонды у нас как раз и носят это в своем названии. Вам часто задавали же наверняка вопросы, почему ваш фонд так называется, да, и откуда это название взялось? Я даже помню вот этот слайд, когда это, ну, не помню, вот почему-то как слайд он у меня в голове сохранилось, что или ты, или Серик показывали вот эту картинку, что есть путь такой там промышленное развитие, там то-то, то-то, он более быстрый, но это, да, и здесь есть более устойчивый, или это было чуть попозже, но вот Да, это ну, С условно этой вот два презентации все и варианта. началось, Да, да. да. Мы не знали, на самом деле, во что выльется дальше эта презентация, насколько она будет большой. Мы ее подготовили и поняли, что мы как раз хотим подготовить какой-то образ будущей страны, да, то есть тоже поучаствовать в нем, чтобы в этой идее описывалась, какая она будущая страна, но и с учетом будущих сельских территорий. Сегодня вот мы говорили про концепцию устойчивого развития сельских территорий до 2027 года. Ну, вот это как раз вот эта частичка, она сейчас уже и легла там. Ну, рассказывай, что ты дальше? Я не приходил именно, ну, на момент моего входа меня не драйвило именно устойчивое развитие территории, то есть как понятие, как цель. Я приходил на общую боль. Это вот я приходил в Катон-Карагайский район. Мы делали анализ, очень большой отток населения, что через 10 лет в нашей малой родине никого не останется, что нам нужно решить эту проблему и сохранить Катон-Карагайский район для наших потомков. Ты уроженец этого района, наверное, надо об этом рассказать. Да, я родился в Катоне, как и многие, переехал в город, и на то время, когда мы делали анализ, я жил в городе, и я никогда не думал, что я снова перееду с семьей в Катон и буду жить в селе. Мы поняли, что лекарством, что может спасти наш район, это именно устойчивое развитие района. Сделали эту стратегию. То есть я пришел на решение боли, чтобы решить какую-то общую боль, но мы поняли, что только через устойчивое развитие можно достичь этого. Так я вдохновился устойчивым развитием, поверил в нее, поверил в стратегию. И уже 4 года я сейчас работаю в фонде устойчивого развития сельских территорий, сейчас в структуре ITAS Foundation. Мы менялись, да, я помню, что вначале даже не было других фондов, был первый фонд только в Катоне, откуда там зародились несколько идей, которые там выросли в страновые проекты, это было очень классно, но начинался как такой социальный стартап. Как он любит Катон сразу, да? Все начиналось с Катона, все правильно. Да. А у меня, я не знаю, у меня история похожая. Я вот с Сериком вместе, непривычно говорить, с Сериком вместе мы помогали. Я ему помогал расписанию вот стратегии, анализ вместе делали. А потом мы встретились с Сериком Толкпоем с тобой, мы пошли на обед. Я не мог некоторое время там уволиться с предыдущей работы, там не отпускали, в принципе. Я помню просто наш разговор, и Серик тогда говорит, тогда же вот как раз не было еще фонда, ничего такого, еще все было такое непонятное. И он говорит, честно, не знаю, что и как будет, но будет не скучно. И вот это вот будет не скучно, я вот тоже изначально, я не пришел на драйв устойчивого развития там, или еще что-то, я пришел на будет не скучно. И пока что действительно не скучно, мы занимаемся всем, и это все становится сейчас уже в какую-то систему, структуру, в устойчивость, в стабильность, и мне это все больше начинает нравиться. Мне кажется, здесь мы, и я, и Даняр больше пришли именно на метаценности. То есть метаценности мы увидели у тебя и у Серика, да, что это, во-первых, любовь, что это не финансовая какая-то выгода, что это есть любовь к родине. Мы увидели, что есть воля, что вы нас приглашаете, и это отражение воли. И есть хорошая мудрость, что вы знаете как. Да, как это можно сделать, что это очень мудрый подход, не хаотичный, не просто подход быстрых побед. И это было отражение метаценностей, и можно сказать, что мы пришли не на ценности, а больше на метаценности, которые мы увидели. Ну, ты знаешь, сейчас еще в Айтасе откликается то, что многие сотрудники приходят и, ну, вот именно в управляющую компанию
На проекты, на фонды, на большое предназначение, на большую миссию. Мне это очень сильно нравится, меня тоже самой это очень сильно драйвит, но это драйвит даже тех людей, которые не знали до этого и первый раз с этим столкнулись, и людям уже хочется работать и участвовать в чем-то осознанном, да, то есть тоже приносить свою пользу, потому что мы говорим, что все проекты — это как раз воплощение там, деятельности любого сотрудника, и к нам могут присоединяться сейчас же уже другие спонсоры, другие партнеры, и это тогда будет воплощением их деятельности и их как раз роли, и в целом не только в развитии сельских территорий, но у нас сейчас уже задействованы и городские территории, у нас, в принципе, уже по всему Казахстану идут наши проекты. И действительно, вот, чтобы люди, наверное, понимали, прошлая наша встреча стратегическая, да, где мы осознали, что за этот относительно небольшой период мы как-то очень быстро превратились в эту структуру. Это очень все понятно. И это уже совсем другие масштабы, это уже совсем другое количество проектов. Мы уже давно даже вышли за пределы тех районов, где мы сейчас работаем. Мы уже вышли на какие-то страновые масштабы. Сейчас даже, я бы сказал, есть какие-то у нас взаимосвязи уже с соседними странами. И это уже такой достаточно большой фонд. Но здесь интересно, произошло как раз про перенос, наверное, корпоративных практик бизнесовых в общественные организации, в неправительственную организацию, потому что мы, как люди, пришедшие из бизнеса, да, и работавшие там последние десятки лет именно в бизнесовой структуре, мы были уверены, что когда начинали работу в Катон-Карагайском районе, я часто рассказываю эту историю, что у каждого района или у каждого региона есть своя стратегия, не говоря про то, что, может быть, прописаны миссии, да, и вот эта вот часть. И именно стратегия, которая рассказывает о том, какой это образ будущего именно этого региона, который строится на основных его возможностях, тех болях, которые есть сейчас в этом районе. И исходя из этого просто строится план дальнейшей работы, да, что вот, например, если в этом районе очень развитая аграрная сфера, и упор делается на нее, что нужно будет еще дополнительного добавить, чтобы там все хорошо было, и вот таким образом оно строится. Потому что у любого бизнеса, даже небольшие компании всегда думают о своей стратегии, ее прописывают, кто-то фиксирует ее, кто-то в целом делает так, чтобы все сотрудники, да, знали про нее. И когда мы зашли, мы поняли, что в Катон-Карагайском районе мы хотим начать именно с этого, мы перенесли эту практику. Но для того, чтобы начать эту разработку стратегии, мы провели как раз большой анализ, и им занимался Серик. Серик разрабатывал его и смотрел всю историю Катона, смотрел, какой будет у нас отток сейчас населения. К какому году ты посчитал, что вот критическая будет отметка по оттоку населения? У тебя был 26-й, точка невозврата, если ситуация... По оттоку населения. По оттоку населения, да, да. Там потому что было, что до скольки упадет? Вообще, если ситуация не поменяется, тогда к 30-му году в Катон-Карагайском районе останется менее 500 человек. И мы пошли вот как раз от той истории, что как нам остановить отток сельского населения, как нам вернуть туда человеческий капитал, и дальнейшие наши планы, идеи, те проекты, которые мы начинали, мы исходили как раз вот из этой идеи. Но по факту получилось, что мы перенесли бизнесовую практику, которую забрали именно в некоммерческую сферу, в сферу НПО. Ну, это вот тут очень интересно, потому что много кто не понимает, почему мы, кто мы, да, мы НПО. У меня вот часто спрашивают, вы НПО, вы общественный фонд, но у нас очень много элементов какой-то вот корпоративности, да, такой, немножко есть там с государственной структуры там какие-то вот элементы. Поэтому, ну и даже само наше название, что мы фонд там, не имени там Серика Толухбаева или там мы там не фонд какой-то там одним словом назван, а мы фонд устойчивого развития сельских территорий, фонд устойчивого развития образования. Люди часто спрашивали, что за фонд, как, там подобное. Мне кажется, вот это все-таки действительно из-за того, что какие-то ценности, какие-то стратегическое видение, подходы, практика вся перешла в фонд. Можно вопросом воспользуюсь? Я, честно, мне сейчас начинает нравиться наш этот формат. Я как помню, да, я вначале не до конца понимал применение устойчивого развития, вот это, в развитии регионов, в нашем фонде. Сейчас у меня есть очень простых два тезиса, когда мне говорят, что такое устойчивое развитие. Я говорю два простых тезиса. Первое, что это гармоничное развитие окружающей среды, экологии, экономики и социальной среды, что, развивая экономику, нужно не во вред экологии, или, допустим, социальная среда должна развиваться гармонично с экономикой. Ну, там подобное. У меня есть даже несколько примеров, которые я привожу, неудачных примеров, когда вот в стране там были такие неустойчивые проекты. А второе, что я говорю, это взаимодействие общества, власти и бизнеса. То есть если в каком-то проекте участвуют три стороны, то это вполне устойчиво. То есть изначально мы как бы это и проговаривали, это те принципы.
Но потом, еще у меня есть такая предыстория, что в 2019 году мы искали, вот есть же цели устойчивого развития, помните, мы искали, как их применять. Мы не находили никакой методологии, методики. Я сейчас к одной истории подведу. И после этого, по-моему, такое и пришло, что осознание для меня, и в целом это так и есть, что нету такой методики, как применять цели устойчивого развития на отдельно взятой территории, в районе, в городе или в стране. И, наверное, доказательство этому то, что в прошлом году ты выступила на Генеральной Ассамблее ООН. Да. И это было очень круто. Ты выступала от Казахстана, от нашего фонда, рассказывала об этом. Вот, если можно, давайте расскажем про устойчивое развитие. Наверное, вот, Ксюш, ты расскажи, и потом расскажи про это выступление. В прошлом году мне очень понравилось мероприятие, на которое меня пригласили. Это была ассамблея ООН в Нью-Йорке. Она проходила, причем мы должны были прилететь туда и представлять Казахстан, прилететь вместе с Министерством нацэкономики, и должно было выступление быть именно вот посла ООН в Казахстан вместе с нами. И наш кейс фондов забрали туда, чтобы рассказать, что устойчивое развитие страны возможно не только через развитие городов, но и через развитие сельских территорий, и что вот есть небольшая организация, которая занимается именно сельскими территориями, и ей есть что рассказать. Но я, если честно, очень сильно волновалась на этом мероприятии, потому что, во-первых, его перенесли в онлайн. Было по казахстанскому времени, это было ночное время, когда мы выходили, по-моему, это 11 или 12 часов ночи было. Но потом я подумала, что сейчас, мне кажется, все участники, кто находится, даже в том числе и министр, что он, наверное, тоже волнуется на этом мероприятии. И, вы знаете, это как-то снизило градус моего волнения. Я думаю, все волнуются, выступая на этом мероприятии. Мы начали применять 17 целей устойчивого развития как раз в первом отчете про ООН, когда мы познакомились с идеей фондов, мы начали переносить их как раз на территории, но мы поняли, что мы хотели бы как раз объединить, как ты сейчас сказал, что это обязательно экономика, социальная среда и экология, это обязательно объединение бизнеса, власти и общества, потому что без как раз такой коллаборации невозможно заниматься устойчивым развитием. И мы начали соединять эти модели. И сейчас она у нас даже выросла в большую модель, которая соединяет в себе все эти части, которая относится вместе с проектным управлением, с процессным управлением, с теми системами управления, которые можно переносить на регионы. И вот в такой модели мы сейчас все вместе и работаем, переносим его во все фонды, с которыми начинаем работать, и всегда исходим из образа будущего, из стратегии, стратегического планирования, регионального планирования, и смотрим, каким образом мы могли бы проекты строить именно по этапам этой стратегии. Круто. И ты же еще фильм показывала. Да, про фонды, фильм, где ты была в главной Вот в этой роли. части я отдыхала. Когда шел ролик, с ролика все начиналось, я в этой части выдыхала, отдыхала, а потом уже начала рассказывать. Мне кажется, это такое было очень важное событие, что, Да. не говоря уже даже про нас, что мы такой относительно маленький фонд, выступили на Ассамблее ООН. А для Казахстана это было очень важное событие, что Казахстан выступал и делился в твоем лице опытом применения целей устойчивого развития на отдельно взятой территории или там, на отдельно взятых территориях, на отдельных направлениях, но с призмой развития устойчивого развития страны. Ну, вот мы сейчас же разговаривали, да, с режиссером до начала встречи. Про фонды действительно мало знают. У нас и подкасты созданы для того, чтобы мы делились нашими проектами, идеями, рассказывали еще больше, делились нашими новостями, потому что у нас нет такой площадки помимо нашего сайта и соцсетей. Пожалуйста, ребят, все подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Здесь где-то будет Да, вот такой, где-то должна быть инфографика, да? о том, что наши страницы сетей. Мы очень много делали по содержанию фондов. У нас есть как раз содержательная часть. И очень мало мы занимались в свое время пиаром. Но пиаром не как пиаром, а именно даже в большей степени как освещением деятельности. И вот сейчас мы только в прошлом году подошли более системно к этому вопросу. У нас появились отдельные ребята, у нас появились, хорошо, что департаменты, да, которые занимаются этими вопросами. И сейчас мы уже можем освещать фонды, нам есть про что говорить. Но мне кажется, это очень круто, что отличие нашего фонда в том, что есть содержательная история, есть действительно результаты, кейсы, успехи, есть детки, есть жители, которые участвовали в наших проектах, есть всевозможные лаборатории медицинские, да, которые можно посмотреть, пощупать, да, принять участие тоже в создании их по всему Казахстану. И вот сейчас мы можем уже как раз освещать. Есть еще немало неуспешного
у нас опыта, да, то есть несостоявшихся проектов, неудачных проектов. Когда у меня вот спрашивают, есть что рассказать, я говорю, лучше, наверное, у меня спросить про неудачные проекты, потому что это, наверное, наилучший такой самый богатый опыт у нас, как не стоит делать. Да? Хотя у нас, конечно, успешных проектов там, в разы, в 10 раз, наверное, в 20 раз больше. Да, это очень, тоже такое важное замечание. Но есть классные примеры, когда вот мы те или иные проекты сталкивались с какими-то проблемами и делали из этого выводы. Это очень круто. Ну вот один из успешных наших проектов это получился проект по школам, который потом в дальнейшем заработал сам, и мы поняли, что если мы являемся катализаторами каких-то вещей, то потом они могут жить и продолжать жить в дальнейшем там на всю страну. Расскажи, пожалуйста, как у нас Фонд устойчивого развития образования отделился от фондов устойчивого развития сельских территорий, как он появился, потому что сейчас это отдельная структура, если соизмерять сейчас наши фонды, то это вот полноценный, да, вот большой фонд. Предысторию, по-моему, как-то мы рассказывали, что это началось, опять же, в Катон-Карагайском районе. Как и все. Да, как и все. Все начинается в Катоне. Все начинается в Катоне. Мы начинали с одной школы, с боли, которая была у Серика Кулымбековича, которая была у района, у фондов. Потом это было на фонды перенесено, что есть отток населения, и одним из важных таких триггеров является это качество образования. Нужно поднимать качество образования. С такой мы обратились там, к Ляшной Гатайне Шамшидиновой, на тот момент председатель управления НИШ, и она сказала, что вот есть такой проект замечательный, давайте вместе его реализовывать. И мы начинали как один проект. Сначала в одной школе, потом в двух, в трех, в четырех. Мы переросли вот в 5 школ, которые присутствовали на тех территориях, где есть фонд устойчивого развития сельских территорий. И вот опять же к твоему разговору, что мы же до прошлого года практически о себе не рассказывали нигде. У нас, по-моему, сайта на тот момент не было. Потому что зачем? Мы это сами делаем. Есть основной спонсор, учредители есть и несколько там попечителей. Да? То есть, в принципе, все устраивало. После этого очень много людей начали узнавать про этот проект. Много представителей госсферы, много представителей бизнеса, общественности начали задаваться вопросом, что за проект, расскажите. И уже проект начал разрастаться. В прошлом году мы создали этот фонд устойчивого развития образования, создали его в связке с фондами устойчивого развития сельских территорий. Там учредителями выступают, естественно, Серик Кулымбекович, Ксения и я как руководитель там представлен фонда. И проект у нас вышел за территории фурстов. Он присутствует на других районах, где мы не присутствуем, поэтому и был создан такой отдельный фонд. Фонд сейчас тоже растет как в масштабе проектов. Мы на сегодняшний день уже охватываем 22 школы, да, сейчас в планах еще. Проект должен охватить 193 района. Районы растут, 191, я до этого считал, сейчас 193, потому что 166 районов и плюс 27 моногородов. Есть такой план охватить каждый моногород, каждый район этим проектом. Есть у нас уже дополнительный проект, который является из сферы образования. Они тоже присутствуют в портфеле фонда. Но вот основной из них все-таки это опорные школы, сельские школы, которые очень сильно имеют драйв, всех драйвит, всем нравится. И очень хорошее взаимодействие, как раз-таки вот устойчивость это общество, власти, бизнес. Серик, расскажи, пожалуйста, а как потом удалось перенести методологию из Катон-Карагайского района на другие фонды? По итогам работы в Катон-Карагайском районе мы поняли, что стратегия устойчивого развития Катон-Карагайского района, оно может масштабироваться на другие районы. То есть мы можем через правильную разработку, управление, внедрение стратегии обеспечить устойчивое развитие других районов, вообще всех сельских территорий Казахстана. И так мы скажем, что мы начали экспортировать, да, идею устойчивого развития территории через стратегию. Но, как Данияр говорил... Через анализ и стратегию, да? Ну да, стратегия включает в себя анализ, свод, KLP, BI, стратегию и уже краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные планы для бизнеса, общества и власти. Катон – это место зарождения именно стратегии устойчивого развития нашего пути, по которому мы идем по Казахстану. Также Катон – это место зарождения
страновых проектов. Вот, например, когда мы оснащали школы в Катон-Карагайском районе по стандарту НИШ и внедряли методологию, мы поняли, что этот проект масштабируем и очень актуален для всего Казахстана. И сейчас у нас Даняр, например, занимается этим проектом, масштабированием этого проекта на весь Казахстан, как уже отдельный фонд. Также мы в Катоне открывали пункты по забору биоматериала, это медицинские лаборатории, и мы поняли, что также эта проблема актуальна для всего Казахстана, и этот проект масштабируем, и он превратился в страновой проект по медицинским лабораториям в Казахстане. То есть это очень интересно, что Катон-Карагайский район являлся такой площадкой, такой лабораторией, как говорят, опытным полигоном, да, устойчивых практик, которые мы уже масштабируем на всю страну. Ну, интересно, по идее, с Катона действительно вышли школы, лаборатории, вышли, это все переросло в большой фонд, структуру. Ну и в Катоне у нас часть проектов не получалась. У нас вот действительно большой есть опыт того, что у нас не получалось, какие выводы мы из этого делали, какие рекомендации на дальнейшее и все остальное. Интересно, что в Казахстане особо никто не ведет статистики, нет определенного рэнкинга. На самом деле даже разделение между благотворительными фондами, НПО, НКО, которые существуют, корпоративными фондами, теми организациями, которые занимаются корпоративной социальной ответственностью. Очень большая сейчас ESG-повестка, но тоже их сейчас не отделяют. И нет вот этого рэнкинга, ты не можешь посмотреть, да, что по результатам 2022 года, какие были фонды в каждой из этой, даже структур, ну пускай даже, может быть, был бы общий список, но, конечно же, хотелось бы посмотреть в отдельных структурах. Я думаю, что мы в дальнейшем займемся этим вопросом и посмотрим, изучим его сами. Но если смотреть, то в 2019 году финансирование фондов и проекты, которые мы делали, это было 92 миллиона тенге. В 2020 году у нас уже 486 миллионов мы с вами использовали на те проекты, которые есть. Это финансирование было у нас от холдинга. В 2021 году это было уже 516 миллионов тенге. И в прошлом году у нас получилось, что 762 миллиона было задействовано на проекты и профинансировано. Но если по этому году, то у нас уже порядка 3-4 миллионов долларов. Есть сейчас планы на проекты в этом году для того, чтобы реализовывать их как раз по сельским территориям. То есть это фонд устойчивого развития сельских территорий, фонд устойчивого развития образования. Это наши образовательные с вами проекты. А те проекты, которые связаны у нас по страновым проектам с открытием медицинских лабораторий, с развитием инфраструктурных проектов, и все, что у нас, возможно, будет связано, я не знаю, может быть, у нас в дальнейшем выделятся отдельные фонды. У нас будет, возможно, фонд устойчивого развития медицины или здравоохранения, фонд устойчивого развития экологии. Это те сферы, в которые мы зайдем, возможно, чуть позже, и обязательно мы будем проводить исследования. Мы хотели бы их видеть как раз через наш Центр региональных исследований, региона и Казахстана в рамках Центральной Азии, так и Казахстана, разделение на регионы, которые у нас есть, как строится региональная политика, как пишутся эти стратегии. Я бы вот очень хотела бы увидеть как раз историю про НПО, потому что мы все с вами пришли из НПО, старые НПОшники. Мне кажется, еще к цифрам нужно здесь такой момент добавить, что это те цифры, которые, ну, так сказать, где мы напрямую сами финансируем. Но у нас есть еще партнерские проекты, где суммы значительно выше, они уже в миллиардах считаются. Это я говорю сейчас не только про образовательные проекты, у нас есть проекты по сельским территориям, инфраструктурные проекты, у нас есть проекты были в медицине, где действительно эти проекты были очень масштабные, объемными, как в финансовом плане, так и вот в своем географическом представлении. Ну и нам хотелось же, помните, что обязательно у проектов должен быть мультипликативный эффект, в том плане, что они должны приносить и нести за собой еще изменения, сопутствующие, да, и чтобы эти изменения происходили сразу же в районах. Если я не ошибаюсь, то у нас в целом было реализовано порядка 30 инфраструктурных проектов, где мы изготавливали проектно-сметную документацию в районах. И мы на все это суммарно потратили порядка 100 миллионов тенге, то есть на те проекты, на изготовление проектно-сметной документации. Но на сегодня это уже 2,6 миллиарда тенге тех государственных инвестиций, которые пришли в эти районы. Это было связано как раз с строительством дорог, с обновлением этих дорог, с капитальным ремонтом школ, с теплотрассой, с теми вещами по ТИЦу, да, по туристическому информационному центру, ну и всевозможные, там большое количество проектов. И сейчас еще ожидается на 1,7 миллиардов тенге в этом году. То
То есть это те деньги, которые придут уже в районы и в регионы из государственного бюджета, но они начинались с того, что необходимо было потратить небольшую часть денег как раз на обновление либо на создание проектно-сметной документации. И этот проект, мне кажется, мы можем его масштабировать еще дальше по другим районам, по другим регионам. И это хороший опыт для предпринимателей. То есть они могут как раз наладить взаимодействие с государством и с обществом, обновив какой-либо проект. Но здесь еще, наверное, два плюса в этом проекте. Первое, что фонд может выбирать нужного качественного партнера сам. Да. То есть это не закупки, да, а вот когда мы действительно выбираем надежного партнера. Второе, это все-таки срок, что это делается очень быстро, это сокращает срок развития, так сказать, да, того или иного проекта на год-полтора примерно. Если это будет делаться через госзакупки, то это может 1,5 года занять, потому что там есть определенные процедуры, госэкспертиза и тому подобное. А когда это делается за частные средства, это делается намного быстрее, потому что нету вот этих всех процедур. Ну и местные исполнительные органы, акиматы наши, они сами могут смотреть и понимать, на какие проекты, на реализацию в дальнейшем будет выделено финансирование. То есть это не будут те ПСДшки, которые потом будут лежать в столе, да, и через 5 лет у них уже срок годности, по сути, подходит к концу. Да, тут важно, чтобы была абсолютная синергия принятия стратегии, что это не стратегия отдельного фонда или бизнеса или общества, что это принятая всеми общая стратегия развития, устойчивого развития района. То есть для реализации этой стратегии тратится энергия не только нашего фонда, что и бизнес, и общество, и власть, и бюджет. То есть все ресурсы направлены на реализацию этой стратегии. Это ключевая задача и, наверное, очень большой вызов. Его очень сложно достичь синергии бизнеса, власти и общества, чтобы они поверили в одну стратегию и пошли по пути реализации этой стратегии. Мне кажется, это одна из проблем, почему у нас неустойчивые районы в Казахстане, потому что объединяться всегда сложно, сложно верить в стратегию. В Казахстане почему-то вообще государственные органы не верят в стратегию, в долгосрочное планирование. Многие из них там думают бюджетными годами, там, год-два. Я хотел на личном примере сказать, как сложно стратегически подходить к планированию дестинаций. Вот я помню, когда мы делали стратегию Катон-Карагайского района, Серику очень долго не нравилась моя стратегия. Я помню, когда он один раз вечером позвонил, сказал: Серик, не бойся мечтать. Мне кажется, говорит, ты себя ограничиваешь. Ты мечтай, но эту мечту вложи в стратегию. То есть это просто перевернуло мое понимание и мой подход к планированию территории. Я пошел от мечты, то есть от мечты, каким я хочу видеть Катон. И у нас получилась очень интересная стратегия, которая начала вдохновлять людей. И мне кажется, многие чиновники, государственные органы, акимы боятся мечтать и боятся эту мечту переложить на эту стратегию, и поэтому у нас нету таких вдохновляющих стратегий, поэтому у нас все планы, они такие бездушные, все стратегии – это просто набор решений каких-то проблем, каких-то целевых показателей, но в этом нету мечты, и я могу сказать, в сельских территориях это большая проблема, что мы не знаем, каким через 10-20 лет будут наши сельские территории, потому что то, что сейчас есть, оно нас не вдохновляет. Давайте, наверное, продолжим тему про концепции сельских территорий. Мне кажется, классный опыт у фонда был в декабре прошлого года, когда Институт экономических исследований, который, кстати, пригласил меня тогда поучаствовать в сайт-ивенте про ООН, они же пригласили нас поучаствовать в разработке концепции сельских территорий, концепции развития сельских территорий до 2027 года, потому что до этого мы не принимали участие в разработке такого порядка, да, такого рода больших документов, и мы смогли как раз пообсуждать большое видение того, какие они сельские территории. Вот принимал участие Серик, принимал участие Фатима, принимал участие
частности, Данияр, в принципе, нашей команды всех фондов, мы вносили свои предложения потому, что первоначально это должен быть большой образ всего Казахстана, да, из которого мы как раз берем образ по сельским территориям, какие это большие сельские территории будущего, и чтобы наши планы как раз соотносились, ну, то есть мы планировали из будущего, да, не основываясь на тех прошлых данных, которые у нас сейчас есть, тех проблемах, болях, ну и возможностях, которые сейчас существуют, а больше шли как раз картинку из будущего. Серик, расскажи, что мы вносили в концепцию из предложений? Мы вносили предложения по видению сельских территорий, какими они должны быть. Наше видение в экономике, в социальной среде, в окружающей среде. Мы вносили более такие структурные предложения к самой концепции, потому что, ну, концептуально планировать на 5 лет, ну, по-нашему, это не долгосрочное планирование все-таки, да, и нам хотелось бы видеть, чтобы это было видение, единое понимание для всех людей, которые живут в сельских территориях, как изменятся их сельские территории. Мы бы хотели бы видеть хороший анализ, почему за 30 лет, какие мы ошибки в планировании сделали в сельских территориях, что было не так, и что мы поменяем, чтобы построить устойчивые сельские территории. То есть мы хотели увидеть немножко другой анализ. Но этого, к сожалению, не случилось. Я думаю, что это все-таки протекционизм государственных органов, когда они, во-первых, боятся признать ошибки, да, то есть они считают, что это их личные ошибки, да, но этого не нужно бояться. Нужно мечтать, нужно смотреть на 20-30 лет, и из этого большого видения уже формировать видение концептуальное на 5 лет. Не хватало, наверное, ответов на простые вопросы. Зачем сельские территории для Казахстана? Стоит ли все 6293 сельских территорий одинаково развивать? Как мы решим главную проблему, да, хаотичной миграции? То есть как мы организуем эту миграцию через повышение уровня жизни в сельских территориях, но не во всех. То есть не хватало вот этого вот стратегического подхода, стратегического видения. Ключевое было, что мы предлагали в каждом районе создать стратегию устойчивого развития каждого региона. Но по итогам было приняты не стратегии, а приняты дорожные карты. Это совсем другой уровень документа, совсем другой уровень планирования. И это обнажает проблему того, что государство не верит в стратегии. Может быть, из-за того, что они сами не смогли реализовать какую-то стратегию. Государство не понимает, как управлять стратегиями, поэтому они хотят управлять и принимать дорожные карты, план задания, то есть какие-то быстрые победы, недолгосрочные. Но, Ксения, как ты говорила, что в бизнесе это не так. Весь успешный бизнес, он строится на хорошем стратегическом планировании. Может быть, и я слишком часто про это говорю, но как раз это та тема, про которую мы говорили с рабочей группой, в которую нас пригласили, что очень важно, чтобы были стратегии регионов, стратегии районов. Они предлагали, чтобы тогда, может быть, спустить до стратегии сельских населенных пунктов, но так как у нас их 6300, то это просто не так реально получается. А районов у нас 165, 168, вот я не знаю, какая последняя сейчас цифра у нас идет по районам. И вот мне тоже вот самое жаль, что часть по разработке стратегии, кажется, это был пункт 39 в плане, как раз поменяли потом на разработку дорожных карт. Мне кажется, это очень важно, что у нас вот на дорожных картах строится большое количество сейчас программ, но планы должны строиться по какой-то большей картинке, да, то есть по картинке, ну, вот, большего размера. Ну, это вот мне просто, это мое личное сожаление, которое было вот как раз по этой программе. Я вот с этими поездками где-то последнюю неделю, наверное, выпал из инфополя. Да. Может, вы расскажете, что вошло туда? Да, в концепции как раз отражено, какое развитие будет связано с инфраструктурой будущей, с социальными проектами, с экономической ситуацией в районах. Был разработан большой план по как раз исполнению, но план как раз ограничивался 27-м годом, ну вот ты, Серик, сейчас про это как раз тоже разговаривал, да, почему 27-й год здесь у нас как раз фигурирует. Было определенное видение по сельским территориям, что оно должно быть связано в первую очередь с человеком, который там проживает. И была история, которая связана как раз с развитием образования, здравоохранения, культуры, спорта. Ну и чаще всего это было, ну вот,
бралось небольшое будущее, но я думаю, что в любом случае составители программы все понимали, что это все равно с большим периодом обязательно будет связано. Мы видели в концепции ту часть, которая касалась проекта по школам, по развитию потенциала опорных школ, что эта программа хотела бы масштабироваться и продолжаться в дальнейшем в каждом районе, про методологии фондов устойчивого развития сельских территорий, связанных с нашими инфраструктурными проектами, это сейчас тоже вошло в концепцию. И та история, которая, ну вот про стратегии, ну вот отдельная часть, про которую мы уже обсудили с вами, мне кажется, достаточное количество. Кстати, к вопросу старых НПОшников. Я каждый год ближе к своему дню рождения задаюсь вопросом, кто я вообще, кем я стану, когда вырасту. И этот вопрос меня мучает, я боюсь, что мне Про даже когда дню будет- рождения? Да, я думаю, что когда мне будет там 45, я тоже буду, а кем я стану, когда вырасту? И я себе сейчас перестала уже отвечать на этот вопрос, я просто описываю больше, какая я, чем то, кем я стану и чем я буду Очень заниматься. интересный путь, ну, как общественника, как НПОшника, потому что я тебя, ну, и Даняр, мы друг друга знаем с молодежной политики, да. Ты была в НПО, потом ты переходила в бизнес, ты стала вице-президентом самого крутого агрохолдинга Казахстана. Потом мы Е-е-е. переходим обратно в фонды, где мы больше НПО, но уже с преимуществами стратпланирования бизнеса, всего остального. Расскажи вот этот путь, вот как ты переходила, почему ты переходила? Ты знаешь, оно как-то интересно по годам получалось. Первые 7 лет я была чистой НПОшницей. Это, помните, молодежный парламент города Усть-Каменогорска, молодежный банк «Идея Актив». У нас было движение, которое занималось КВНами, мы писали в какие-то журналы, газеты, детские лагеря. Я слишком долго даже, наверное, была именно в сфере, связанной с детскими лагерями. Но это развлекательные, образовательные детские лагеря, я здесь поправлюсь обязательно в эту сторону. Но потом у меня 7 лет чисто пошли бизнесовые, это были связаны именно с корп-культурой и с построением холдинга. И сейчас, вот, мне кажется, я открыла ветку, которая связана с новыми 7 годами, которая будет связь как раз именно и бизнеса, и НПО. Но мы-то с вами как раз встречались в ИКГУ. У нас были кабинеты напротив. Я знала, что вы занимаетесь дебатами, но я не знала, что именно у вас есть, потому что я была вот увлечена своими НПОшками. А что у вас было в сфере НПО, с чем вы работали? Ну, не работали, наверное, вы тогда же учились? Это началось с университета. Мы защищали с Эриком проект создания Лиги молодежи внутри. У нас была такая структура внутривузовская. Лиги эрудированной молодежи. Нет, это была сначала Лига молодежи. А потом пришел я, и она стала эрудированная. А до этого просто был Даняр. Хорошо, что ты умный. Спасибо. Потом, по-моему, там то ли проректор, то ли руководитель какого-то там департамента нам сказал: слушайте, ну молодежь не может создать свою организацию, еще быть самодостаточной. Мы именно настаивали, что организация должна быть самодостаточной, устойчивой, типа самофинансируемой. И в этот же день, по-моему, на следующий день мы психанули, пошли зарегистрировать организацию. Мы ее зарегистрировали, она на казахском звучит «Парасатты жастар лигасы». Мне кажется, это менее пафосно звучит как Лига эрудированной молодежи, да, потому что «Парасатты» чуть-чуть имеет помягче значение. Сына Парасатом назвал. Да, и он даже потом сына своего назвал Парасат. И у нас было это ЛЭМ, Лига эрудированной молодежи. Мы она, по-моему, даже до сих пор как юридическое лицо существует. Мы долгое время занимались там проектами, различными проектами. Вот мне самое в этом нравилось то, что многие НПО тогда занимались грантами занимались теми, которые заказывают государственные органы, и нам было в какой-то степени обидно, потому что мы не могли какие-то проекты реализовать, которые мы хотим, потому что на них нет финансирования. И мы собрали группу ребят, у нас, по-моему, вначале был там отбор, был 90 детей, ну, молодежи, а потом в итоге у нас осталось там 13 или 14 ребят, которые прошли этот отбор, и они реализовывали проекты, которые они хотят реализовывать, но на реализацию этих проектов финансирование находили мы занимались разными грантами, проектами, которые заказывают, да, там, фонды, заказывают госорганы. Но это надо уточнить, что это город Усть-Каменогорск. Да, То есть да. у нас, получается, хорошая все равно была школа НПО в Усть-Каменогорске. Мне кажется, она до сих пор продолжает быть. Я в других регионах не жил, но мне тоже так кажется, что в Усть-Каменогорске достаточно хорошая Как я школа знаю, НПО. первый совет по самоуправлению в Усть-Каменогорске Да? был создан Не знала. в истории Казахстана. Тоже я как-то эту всю историю пропустила. Почему я был НПОшником и остался НПОшником? Потому что больше хочется тратить время на благие дела, служение народу Казахстана. Этого я
менее заметил в государственной службе. Я не был на госслужбе, но я понял, что это больше не служение народу Казахстана, это служение системе и какой-то структуре. Я не бизнесмен, правда, хотел бы стать бы предпринимателем, но во мне этого нет, во мне нет этой энергии, поэтому я принял себя как общественника, и сейчас думаю, что я не буду переживать через 10-20 лет, когда я до сих пор буду оставаться общественником, но это было сложно для родителей, потому что я не знаю, как у вас, когда родители не понимали, чем занимается их ребенок, да, то есть он занимается, он не работает в акимате, он ни в банке не работает. Вообще, кем будет этот ребенок, который ходит как волонтер, что-то себе придумывает и проводит? Но сейчас мне кажется, что родители понимают или не понимают, Верят, возможно, да, просто да, верят. кем я являюсь, но, наверное, они верят, что мы занимаемся правильным делом, что мы есть, наверное, отражение человека, который должен служить народу Казахстана, вопреки там, вне там, финансовых, вне там, каких-то личных амбициозных планов, что можно идти по этому пути. Давайте расскажем про наш фестиваль. Из всех проектов прошлого года у нас они были значимые, с крутыми результатами, но мне очень сильно запомнился наш международный айтыс, который мы делали, потому что я до организации международного айтыса никогда не занималась не то чтобы айтысами, я их даже не смотрела, да, то есть они как-то фоново могли идти по телевизору, но я не могу сказать, что я их смотрела, слушала, да, и ко всему прочему мне очень тяжело понимать было смысл на тот момент, да, сейчас я учу казахский язык, но вот понять, про что они идут. И в этот же день нам пришла идея провести этнофестиваль, чтобы сразу же собрать и международный айтыс, и международный этнофестиваль в один день, 1 июля, провести его в Катоне, в Катон-Карагае, в самом селе. А что вам запомнилось из фестиваля? Фестиваль вообще это было самое грандиозное мероприятие после пандемии в районе. Для меня это запомнилось тем, что я вернулся в свою молодежку. Каждый из руководителей там региональных фондов стали проектными менеджерами каких-то направлений. Жили в одном доме. Жили в одном доме, да. В душ по очереди. Ходили вместе, кушали, что-то решали проблемы. Были стрессовые ситуации. Это вот тот накал. Но, все были разнорабочими. Да, когда... Особенно ты. Когда уже проходит мероприятие, ты видишь радость этих людей, удивление, изумление контенту, ты понимаешь, что это было не зря. То есть это маленький кусок нашей жизни, когда мы видим результат, и ты понимаешь, что все эти страдания прошли не зря. Но мне запомнилось то, что, помните, когда 2 дня до мероприятия уже мы строили этногородок, были построены уже юрты, был штормовой ветер, и эти юрты улетели. Когда мы вышли с офиса, побежали, мы бежали и хотели уже разбирать эти юрты. Там некоторые юрты были уже снесены ветром. Я помню Пополам сложились юрты. Да, в этот момент, что, блин, у нас через 2 дня мероприятие, а у нас юрты уже смятку лежат. Что делать? Я помню, как мы висели на этих юртах. Ветер поднимает юрту, мы держим. Там кто-то кричит: убегайте, убегайте. Вы знаете, мне кажется, уже мы можем признаться в этом. Я не знаю, будет ли нас смотреть сейчас акимат Катон-Карагайского района. Когда юрты же были установлены, и одна юрта помялась и улетела, мы же начали, помните, снимать полотно со всех юрт, которые были. Мы начали откреплять эти скрепки, резать эти веревки. И на следующий день, когда приехал акимат и увидел о том, что у них снят юрт, но было же понятно, что это не ветер, да? Их Но мы сняли же, чтобы не улетело, она чтобы не парусила. Мы причинили добро, признаемся. Да, это было. И помните, когда у нас у нашего агро есть прогноз, свой прогноз, он более точный, чем другой, и по этому прогнозу было, что практически 90% на день проведения мероприятий стоял дождь. Это было вот так: 1:00 ночи, а у нас стоит дождь, ливень, вот просто вот ливень, что вот ты вот, я не знаю, прям идешь из невозможно. машины Да. до дома, и ты мокрый весь. И мы смотрим прогноз, но у нас утром в 10 начинается мероприятие, а вот на следующий день, еще 2 дня вперед, 100% просто везде идут дожди. И мы попросили Абике, это шаман, попросили Шаман, который его переехал. провести обряд, чтобы у нас была нормальная погода. То есть мы использовали все ресурсы, которые у нас есть, чтобы сделать хорошую погоду. И я помню, что я утром просыпаюсь от того, что мне на лицо падает
Луч от солнца, я А думаю. почему он тебе падает? Потому что нет занавесок Да, в я думаю, комнате, нет да? занавес. Ну ладно, нет облаков, я думаю, почему? Должен же быть ливень. Просыпаюсь, и ясная погода. Вообще да. ни облачко на небе, просто. Это было вот так, типа, мы ложимся спать, 1:00 ночи, а Беке звоним по телефону, он говорит, хорошо, я сейчас где пройдет, он говорит, там на стадионе, я сейчас езжу на стадион, проведу свои обряды. Вы, говорит, не переживайте вообще, юхтай верндер, типа, ложитесь, все. Мы такие, ну окей, просыпаемся там в 5 или 6 утра, ни облачко, просто. Но я поняла, что Катон — это действительно самый восточный регион страны, потому что у меня в комнате, правда, не было занавесок. Я каждое утро просыпалась в 4 утра, в 4:15, потому что солнце встает. То есть это самый восточный регион, оно у нас первее всех встает. Правда, Катон с чего все начинается, и ты просыпаешься от того, что тебе просто слепит глаза, потому что, ну, все, солнце наступило. Да, у нас же была куча организационных моментов. У нас не были готовы палаточные городки отдельные, мы расселяли всех только в имеющиеся гостевые дома. Мы могли заселить только там, вот я в прошлом выпуске говорила, что это там 250, там 300 человек, которые, в принципе, мне кажется, многие жили даже у своих родственников, кто хотел, да, приехать на этот фестиваль. Ну, хотя мы делали это все для местных жителей, но в большей степени Это логистика, десятки какая-то машин нереальная. просто между Усть-Каменогорском и Катоном Как ездили. сделать так, чтобы все самолеты прилетели вовремя? И вот тувимская группа, которая должна была приехать, она не смогла пройти границу. И помните, нам просто пришлось поменять программу этнофестиваля, перекроить ее. Руководил этнофестивалем у нас Жан Костеев. Я думаю, что большинство жителей Казахстана знают, да, Жана, по Spirit of Tengri, по фестивалю. И мы просто на ходу меняем сразу же программу, переставляем, собираем коллектив из тех имеющихся ребят, которые есть. Ну, то есть очень много логистики, очень много непонятных вопросов, которые первый раз приходится решать. Дней 5, что ли, мы поменяли. Мы же убрали компанию, которую наняли для организации мероприятия. Все наши так называемые, вот, не так называемые, в должности, там, руководитель фонда такого-то, руководитель фонда такого. Руслан наш приехал, дорогой управляющий партнер. И там уже, вот я про разнорабочие, кто только чем не Ты занимался. таскаешь тюки. Самое прикольное, мы 1400 тюков сена. Мы привезли тюки из Павлодара за там 1000 с чем-то километров. Никто не хотел туда ехать. Мы отправили свои КАМАЗы, да, они загрузились там, привезли там 3 длинномера с этими прицепами. Это все разгружается, и к обеду люди, которые должны были это разгружать, они просто пропали. И мы с Янсаном нашим начали вдвоем таскать тюки, пока искали другую бригаду. Самое прикольное, мы идем, это жара просто невыносимая, это еще там, за сколько-то дней до мероприятия. Тебе тогда еще было хорошо. Да, руки все порезанные, это же, ты весь колешься, ты не кушал, ты хочешь пить, это тяжело, ты идешь, и мы идем с Инсаном, он идет впереди, я иду сзади, он злой, мы друг с другом не разговариваем, потому что мы очень злые, и Инсан просто идет, говорит, Таняр. Я говорю, да. Он говорит, нам нужно после мероприятия очень серьезно поговорить насчет внутреннего менеджмента. Я говорю, я с тобой согласен, Инсан, потом поговорим, сейчас просто таскаем тюки. Мы настолько таскали тюки, это настолько было жарко, и потом случился у меня тепловой удар. Тепловой удар у меня случился, я отключился. Можно, наверное, рассказать эту историю. Я прихожу, это было в офисе, я прихожу в себя. Это говорит о том, почему именно Ксения, руководитель Айтас Foundation, да, это отвечает на этот вопрос. Почему Ксения руководит всеми? Я прихожу в себя, у меня было твердое ощущение, что я 2 часа был в каком-то пространстве непонятном. Да, в отключке. Оказывается, это было там сколько-то секунд. Я прихожу в себя, надо мной стоят много людей. Не помню кто, по-моему, Руслан там с Эриком стоят, говорит, нужно его поднять и типа за подмышки и таскать туда-сюда, ноги переставлять, нужна, говорит, ему физическая нагрузка. Другие говорят, Анатолий или кто-то там говорит, надо ему, говорит, Я говорю. ты, говорит, алкоголь в рот залить, говорит, или там что-то там, его, говорит, надо привести в себя, там еще кто-то, все разные варианты. Я смотрю на Ксению. Да, кто-то, говорит, там высунуть из окна, там что-то это. И в этот момент просто Ксения молча так стоит с телефоном. И как он, всем стоять, у него тепловой удар, ему нельзя. Ему запрещены физические нагрузки, алкоголь, и там солнце, там перемещение, еще что-то. То есть ребята предлагали разные варианты, которые нельзя делать. И только Ксения зашла в интернет, прогуглила мои симптомы и сказала, у него тепловой удар, все отойдите от него, он сейчас в себя придет. Зато потом мне понравилась забота всех остальных членов команды нашей. Они каждый раз спрашивали Даниэра, помазался ли солнцезащитным кремом, где его панамка. Мы просто знали же, где наше слабое звено. Да? Не заботились о нем. Наше слабое звено в панамке ходит просто уже сразу же. Это было, но все-таки, если не смеяться, а вот уже по-серьезному об этом обсудить, это очень круто, что у нас команда просто Янсан с Бурабайского района, Руслан, управляющий партнер холдинга по стратегическим коммуникациям, Ксения на тот момент фонд развития сельских территорий,
Ну, Серик, понятно, он был с Катона, я с образовательным фондом, мы все приходим, и мы как команда просто проводим 2 крутых, очень крупных международных мероприятия. Первый день это был международный ITES с огромным бюджетом, с огромным количеством людей, на открытом воздухе. Это тюки, это такой вайб, это прям очень крутое мероприятие, которое сейчас сотни тысяч там просмотров набирает в YouTube. Где-то здесь должна появиться потом ссылка. И 3000 участников у нас получилось. 3000 Мы участников. по браслетам посчитали. Это была очень крутая организация. И это второй день у нас проходил еще международный фестиваль. Это в тот же вечером. день, Да. вечером, на этой же площадке проходит международный музыкальный фестиваль. Это было вот просто круто. Фестиваль, да, простите. Фестиваль. Хотел сказать бал. Есть, да, ощущение, что мы недорассказывали про этот фестиваль вот в прошлом году. Да. Он как будто мы просто провели для себя и для вот небольшого количества людей там. Ну, конечно, видеоролики все опубликованы, но мы недораскрыли, да, эту тему. Да, но это одно из самых любимейших. Ну, это классно, да, что мы можем в районах быть стратегами, потом где-то пересобраться и уже исполнять совсем другую роль. Это как, то есть мы понимаем себя, какую роль мы должны исполнять в моменте. В конце каждого выпуска наших подкастов Бугун-Ертен я задаю вопрос. Он очень сложный. Какой он будущий Казахстан? У вас есть ответ на него? Будущий Казахстан – это новый мир, построенный осознанными людьми. Это мы, которые реализовали нашу мечту нового мира в нашей стране. Это для меня новый Казахстан. Для меня новый Казахстан или будущий Казахстан – это когда люди доверяют друг другу, когда есть доверие между соседями, между коллегами, есть доверие государству, государство доверяет людям, есть доверие к бизнесам и ко всему остальному. Вот мне хотелось бы, чтобы больше доверия было у нас в стране, и вот этот уровень, он рос. Потому что я вот сама ощущаю доверие как какую-то атмосферу, которая есть, да, в коллективе, когда ты заходишь, или как своего рода клей, который склеивает разные процессы, без которого очень сложно, то все становится какими-то разрозненными частичками чего-то. У меня, наверное, меня триггерит одна ситуация, когда в школе ребенок, опорную школу, которую мы модернизировали, ребенок сказал: вот она, говорит, у меня школа Жаңа Казахстана. Я вообще обычно не люблю обсуждать вопросы там Жаңа Казахстан, не Жаңа Казахстан. Ну вот просто такая ситуация была. Но по сути, что произошло у ребенка? У ребенка просто появилась школа, его школа стала такой же, как и у городских детей. Просто вот и все. А у ребенка уже появилась вера в светлое будущее, в свое и в страны. И исходя из этого, я вот в прошлый раз отвечал тоже на этот вопрос, но сейчас у меня немножко другой дополнительный такой ответ, что я, наверное, верю в новый Казахстан в плане, в будущий Казахстан, извиняюсь, да, в будущий Казахстан вижу в доступности, когда у всех будет равный доступ к благам, к услугам, к образованию, здравоохранению, хорошей инфраструктуре. Вот. И если одним словом, то это доступ. Смотрите, как целый час мы очень серьезно поговорили. Да, на этом я предлагаю нам завершить сегодняшнюю ноту, сегодняшнее наше выступление. Было очень круто.